По-мужски. Доброго вечера, дорогие друзья. Программа «По-мужски», проект о том, что думают мужчины, как мужчины взаимодействуют с социумом, как относятся к женщинам и как вообще смотрят на эту бренную жизнь. Ее сегодня программу ведем Дмитрий Каштанов. Я Егор Генрих, друзья, всех приветствую. Дима, будь добр, скажи, пожалуйста, в какую эпоху истории человечества жили настоящие мужики? Вот есть же такие фундаментальные мысли некоторых людей, что настоящие мужики были викинги, кто-то говорит, настоящие мужчины были русские люди там времен крещения Руси и так далее, кто-то вообще заходит в дебри исторические. Вот как ты думаешь? Или сейчас? Вопрос культуры всегда есть, всегда были, всегда... Ну, если, опять же, кто к чему стремится, да, если мы говорим о каких-то сильных мужчинах, физически сильных, да, ну, то это да, конечно, там, говорят, неандертальцы были чудовищно сильные, здоровые, выносливые, босиком по снегу бегали. А кто-то говорит, наоборот, что современные мужчины очень слабые, вот именно в физиологическом плане. Да, мы живем дольше, но мы слабые иммунитетом, слабые физически и так далее. А вот древние люди, они были прям кремень настоящий, которому никакая выбора, болезнь. Был отбор очень жестокий. Знаешь что, я предлагаю задать этот вопрос настоящему профессионалу. А у нас сегодня в гостях начальник археологической экспедиции Национального музея имени Кызласова Эдуард Николаевич Киргинеков. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Эдуард, давайте, наверное, на таком базовом уровне. Вот есть антропология, есть археология. Вот чем эти две науки отличаются? И немного расскажите больше о вашей специальности. Ну, по большому счету, еще раз поздороваюсь всем. Спасибо, что пригласили. Большой разницы нет. То есть, пойдем по пути того, что антропология и археология, она занимается, изучает людей древнего прошлого. Ну, или просто древнего. Не масло масляное. Поэтому, если антропология есть физическая, то есть она на очень большое количество разбивается под дисциплин, ну, по сути, ничем. Вот так отвечу. Ну, а антропологи, так же, как и археологи, выезжают на раскопки, копают землю. Да, классическая схема. Всегда, что антрополог непосредственно человека, да, вот это человеческие останки, там какие-то кости, а археолог как-то у него шире с этим делом. То есть, это предметы быта, какие-то свидетельства возникновения культуры. Ну, то есть, как-то в классическом, да, вот то, что вы говорите, так оно и есть, кажется, что археолог, он, если советский, русский, советский, российский антрополог, он непосредственно имеет с остатками скелетными вопрос, то археолог, конечно, он занимается вопросом материальной культуры, там, погребальными сооружениями. То есть, он, конечно, у него в этом смысле у него шире возможности. Да. В подготовке к эфиру вот я столкнулся с такой проблемой, что найти антрополога в Хакасии – это большое приключение. Их в России-то, по-моему, не так много. Нет, есть институт антропологии. Почему? Как правило, тут здесь же вопрос потребности непосредственно. Это же человек абсолютно ученый. То есть, антропологи у нас здесь работают, но сейчас, на настоящий момент, во всех экспедициях, которые я знаю, антрополог работает, он постоянно. То есть, он находится непосредственно в поле. Потому что сейчас объем данных, если раньше это все привозилось, увозилось, где-то он в кабинете сидел, сейчас есть возможность пригласить антрополога, который будет работать непосредственно с твоей коллекцией. И значимость сейчас обработки вот этих костных остатков, оно за последние десятилетия прямо выросло. То есть, каждый из археологов, допустим, я владею первичным, я могу определить полувозрастные признаки простые. Ничего такого особого. Скажем так, за чашкой кофе утром это легко определяется. Нелегко, но в 99 случаях ты будешь прав. Ты можешь даже представить его рост, можешь представить его телосложение, какие-то контуры его лица, но это на уровне опыта уже, собственно, происходит. И ничего в этом такого секретного. Генетики подтянулись. Конечно, то есть, сейчас полноценное научное издание, оно не работает без дополнительных данных антропологических, остеологических, кости животных,
там, металлографика и так далее. Какие самые старые останки вообще человеческие, которые Ну, сейчас у найдены? нас, Да, на ну, сегодняшний тут, день? видите, мы уже нырнули в ту область, что такое человек, на каком этапе он становится, то, что мы, с точки человеком. зрения науки, Понял, да. не, там, Да-да. вопросов нет, ко всем мы с уважением живым существам на этой планете относимся, что мы называем человеком. Человекообразные так, обезьяны. Ну, когда мы опять слезли с же, деревьев. да еще человекообразные обезьяны, еще как бы дойти надо. Давайте, Там знаете, 2,5. отправную точку сделаем только, когда мы слезли с деревьев и стали сбиваться в Нет, племена. это слишком далекая Слишком рано, далекая да, точка. да. Это Он саванизация. прежде всего, он еще миллион лет просто так, как слез с дерева, ходил вообще бесцельно, и никакое у него развитие абсолютно не происходило. То есть это рывками. Она также в настоящее время считается, что, ну, опять же, часть, что это какие-то революционные иногда были, там, экологический сдвиг, смена жесткого рациона питания. Климат. Да. Все это, то есть факторов, которых очень много. А так 2,5 миллиона лет это уже как бы вот то, что мы уже начинаем, то, что уже отделение от того мира и уже приближается к миру человека. Пошло. Да. А кроманьонец, который не так еще 50 лет насчитали с началом человека, так это вот 10 тысяч лет назад, это совсем вот у него дата очень на самом деле вот этого всем известного кроманьонца, который там всех замучил и так далее, изничтожил. Ну, потом вроде как бы решили, что он не такой злой был, как бы вроде. Тут еще и денисовцы появились, 600 тысяч лет, как бы, то есть это какая ветка? Ну и все, и тогда история человечества вообще начинает, если вы образно ее представите. Ну, это то есть не одна, палитра, как да. бы, Да, вот, человечество веток от было, одного, да. вот вроде как бы, а тут целая получается палитра. Несколько человечеств. Ну было, да, это уже также, это же сюжет, на самом деле, такой фантастический достаточно, как бы, что люди не одни, как бы. Ну, то есть не все люди. Если мы зайдем на очень зыбкую, на самом деле, и она этическая, она и научная, этот вопрос. Теперь картина, она более мозаичнее становится, все сложнее. Хватает ли у археологов материала для изучения жизни древних людей? Потому что смотришь, археологи и антропологи делают выводы на основании найденных останков группы из 15 человек и говорят, что вот так было в определенный промежуток времени у всех людей вот этой территории. Да, такой. Но сейчас этот подход, он немножко меняется. То есть, вот если я занимаюсь, то есть мы эту территорию все равно ограничиваем. Ну, вводим эту данную, что она не на все. Потому что если возьмем нашу Хакасию, она же банальна, она же разная, все же это понимают. То есть она вот это разделение на районы, на эти географические участки, здесь тепло, там холодно, там снег. Ну, если вы как бы представляете, оно уже так и есть. То есть не везде все одинаково, везде есть особенности. Где-то, там, не знаю, на реке Енисей и под горой там где-нибудь, не знаю, там. Здесь тайга, Воскис, там степь, да. И это все нюансы, которые складываются, и население, несмотря при своей общности, оно различается по ведению хозяйства, соответственно. На это накладывают отношения мужчин и женщин, допустим. Какую часть выполняет женщина, а какую часть выполняет мужчина. Ну, вот примеры я вам расскажу, если, интересный, любопытный. Михаил Петрович Грязнов, величайший советский археолог там, и так далее, доктор исторических наук, плеяда учеников и все такое, как бы, интересно. Он пришел к выводу, что в афанасьевское время у нас на территории была полиандрия. То есть не хватало женщин, и у женщин было много мужчин. То есть он посчитал все вот это дело, как бы все вывел таблицы и написал. Но, правда, он ее не сразу же опубликовал, а как-то он у него, видать, не совсем уверен. Должна была пролежать все равно она так, я вам скажу, археологическое сообщество, оно так вздрогнуло как бы от этого представления Михаила Петровича о афанасьевском обществе. Это, как бы какие-то неверные данные, которые в его подсчетах привели его. А этот пример он привел, этнографические примеры. Таких примеров достаточно много из-за когда нехватки чего-то. Но это крайняя прямо ситуация. Но она не подтвердилась, вот так. В какое-то время вот статья уважаемого человека, авторитетного, она вот так, что в 5000 лет назад была вот такая ситуация. Как бы у мужчины, у женщины.
Основа пошатнулась, скажем так. Конечно, она пошатнулась. Хотя в более ранние переходить мужчины и женщины, в более ранние, конечно, женщина, она, если с того периода, тот пресловутый матриархат, конечно, уже так не говорят, но то, что женщина занимала в силу своих физиологических особенностей, ну, способность к деторождению, да, как бы размножению, это главное. То есть вообще во всех, как бы, это продолжение. То есть функция это выполнения как бы биологической. Как бы. А вообще история знает факты существования племен амазонок? Древних племен амазонок? Нет, то, что вы говорите, это пример описан Геродотом. А Геродот этими данными, по которой эта история, она как бы находит подтверждение в смысле того, что где-то что-то, но отдельно они... Но это также у него у Геродота были орлиноголовые. Находились захоронения исключительно женские, допустим. Не, исключительно женские, конечно, они были. Массовые захоронения? Нет, не так. То есть для женщин строили курган. То есть затрачивали усилия для конкретной какой-то женщины. Или двух женщин, то есть когда в погребении встречают, потому что для разных культур все по-разному. Если прямо отвечать на этот вопрос, женщина до периода, допустим, условного домостроя, в кавычках, то есть организации, которые регулируют взаимоотношения между мужчинами, занимает абсолютно равнозначное положение. Что она теряет-то его потом? Потому что в историческом уже контексте вмешивается организация, которая начинает регламентировать роль. То есть это когда не было государства, раз государство появилось, все, оно начинает. Царь поехал считать всех, что у него есть. Да что ты раньше, зачем ты считаешь? Все, и начинается порядок. Раньше разделение обязанностей, оно исходило исключительно из физиологических особенностей. Женщина должна рожать детей. Не совсем так. То есть династийные, то есть есть египетские фараоны, которые, в смысле женщины, я не знаю, как в женском роде, кстати, фараоны. Были, наверное, фараоны. Да, есть китайская императрица, одна из древнейших правителей Китая, легендарная, она женщина. То есть и женщина, здесь нет никаких таких сомнений. Может быть, только в период первого тысячелетия, когда началась вот эта скифская беготня по степи, вот тогда, может быть, мужчина в силу своей вот этих воинственных всех этих штук, он начинал постепенно занимать это доминирующее положение. Тогда исключения были там, и же знаем. Конечно. Женщина, то, что китайская пират, женщина-пират, там капитан, которая... Их много, в разные времена совершенно. Нет, если вы обратитесь к хакасскому героическому эпосу, там, допустим, женщина занимает, вообще без вопросов. Поправьте меня, если я не прав, у скандинавов конца первого тысячелетия, начала второго тысячелетия женщина была полноправным членом общества. Да. Валькирия. Валькирия это... То есть, вот вы, кстати, из полумиллета подтверждением, да, то есть возьмем просто греческий Олимп. И все, и начнем там считать. Сколько богинь там? Признаку. Я так думаю, там Гера такое исполняла. Женщина такой серый кардинал. Да, кто там еще главное, то есть с точки зрения бытовой. Да, Зевс там приходилось ему ответ держать за свои. Сублимировал он, в общем, не слабо своими эмоциями. А это же человек тоже они переносили, люди переносили, конечно, жизнь. Тут ничего такого я не вижу. Но я думаю, что вот в этот период, наверное, первом тысячелетии, вот этих, когда начались активные, вот этот мужчина, воин, начал занимать... это, кстати, в археологии заметно, когда воинские погребения прямо в какой-то период, они... у нас они примерно в 9-8 веке до нашей эры, то есть вот этот период, они прям четко начинают отсекаться погребения. Предлагаю поговорить исключительно, так скажем, о мужском начале, в том ключе, каким был древний мужчина? Это, как, знаете, в мультиках и как в некоторых фильмах, одетые в пятнистую кожу, с топором или молотом каменным наперевес, уга-буга, уга-буга и так далее. Или это был какой-то другой визуально выглядящий? Видите, какое время ты имеешь? Давайте я отвечу. Просто недавно у меня был разговор. Как ты представляешь себе этого древнего человека? Я могу на это ответить, немножко иносказательно, потому что одно из первых изобретений человека была иголка.
То есть и ткачество, и вообще умение ткать – это одно из самых древнейших, но она, конечно, не такая древняя, как керамическое производство, но это где-то примерно в одно время. То есть и человек стал кроить и шить. Ну, понятно, там не машинной строчки, там, фав какой-нибудь, а вполне. И откуда вот это творчество уже позднее, когда когда шьют, и невозможно отличить от машинной строчки, как бы. То есть это же все вопрос мастерства. Угу. То есть и потребность человека в комфортной, теплой, какой там еще, удобный, и чтобы ты отличал красивый, да, потому что это социально статусный человек, как бы, то есть ты в любом случае тебе заложено какие-то, то есть помимо того, что на тебе что-то навешено, то ты должен обратиться, либо у тебя супруга такая умелая, то тоже, кстати, является признаком высокого статуса человека, который, а как он определит это все. То есть это взаимосвязано. И вот эти простые крои, которые существуют, ну, вот, то, что мы видим там в рубахах, не знаю, там, про русских князей, это на самом деле все очень давным-давно все изобретено. То есть уже во II веке, в первом веке нашей эры, то есть, наверное, 2000 лет, да, 200 уже, да, как бы тут надо не забывать все прибавлять, вот эту 200 лет, уже то, что найдено здесь, но это выделанная замша с хорошей строчкой, штаны, курточки, жилетки. При этом учитывайте, что древняя одежда, она в силу вот наших, допустим, климатических условий, она многослойная. То есть нам, ну, вот так, как я там, куртка и рубашка, так этого недостаточно. Так невозможно определить, кто этим занимался и кто это изобрел. Нет, занимался можно, да, впоследствии там как-то это к женщинам все ушло. А вообще кто изобрел? Есть же такие моменты, когда вроде бы очевидные вещи, да, изобрели мужчины. Да, это, ну, какие-то, наверное, изобрели мужчины, потому что ему... Я думаю, что вот вопрос в этой одежде, он вообще древний вопрос. То есть это время, вот про людей, которые людьми становились, как только он становился все более беззащитнее перед природой, ну, в своем первозданном виде, пришел, он начинал думать, ну, как бы ему, в общем, не замерзнуть, как бы, или не поцарапаться там, или не нанести увечья, как бы. Это все вот прямо это росло с его потребностями, его возможностями. Действительно ли древние мужчины строили свои социальные отношения, основываясь на превосходстве силы, что женщина всегда была под мужчиной, лишь потому, что мужчина сильнее, и он это мог всегда доказать? Или все-таки социальные связи древних людей были более сложными? Социально, ну, понятно, что в каждой ситуации может быть по-разному, что все равно может стукнуть как бы по итогу, как бы, но за любой женщиной стоит мужчина, как бы. Который тоже может стукнуть. Бывает, не один как бы мужчина стоит, брат, отец, там, сын, там, ну и так далее, или его сообщество, из которого она вышла. То есть вот это в этом смысле защита. То есть я не могу сказать, допустим, что, ну, примитивно, да, смертность там или продолжительность жизни сильно отличалась, ну, в захоронениях у нас в археологии в Хакасии, ну, конкретно. Да и вообще можно, да, ну, то есть можно же выстроить логическую цепочку, конечно. Вроде тут понятно, что может быть женская смертность, она связана с деторождением, да, соответственно. Но вот этот баланс, он примерно равнозначен. Нет такого, что вот тут одни как бы бедные. Женщины убивали роды, мужчины животные, да. Мужики крошили друг друга, а женщины в родах. Там еще мужчинам могло от мамонтов доставаться. Ну, крошили, ну, в Хакасии, не знаю, вот в моем случае, я вот, кстати, в прошлом году единственный раз, второй, может быть, третий раз зафиксированы следы насильственной смерти, там, наконечник стрелы у него в позвоночнике, как бы. А так все, да бог его знает, от чего они там. Но если говорить о мировой археологии, там же у каждого второго находили какие-то отпечатки на черепе, на фаланге пальца, на лучевой кости. Ну, это уже здесь, между прочим, вот по поводу мы говорили, здесь вопросы еще климатические очень сильно. То есть часть ран, которые человек получает, то есть видно, что она завальцевалась, то есть он жил при ней. Ну, да. То есть есть много случаев, когда он, как говорит он не мог двигаться. А ему уже там за 60 лет. То есть он жил во время того, что он не мог. То есть общество его уже по каким-то причинам берегло. Это же правда, что две общины, там, два племени, там, 15-20 человек, которые встречались, первое, что они делали, они дрались.
Нет, вы что, это же как бы крайне... Если это ты видишь опасно. мужчину с копьем, Во-первых, это опасно. То есть любое боестолкновение, оно идет утрате чего бы то ни было. Мужчины, женщины, которые может родить. То есть есть периоды истории, когда сталкиваются, вот явно на рубеже веков сталкивают приход нового населения, все, там вопросов нет. И между ними возникает такая местными и пришлыми, ну, вроде как бы мы сразу же представляем войну, но отмечается археологически, что плавное взаимопроникновение этих культур. То есть нет конфликта. То есть, когда-то ткнуло, То когда-то есть не ткнуло. конфликт – это то, что в крайнем случае, как и любого человека, есть, наверное, конечно, люди, которые сразу, как бы бей первым, что Мне всегда как в детстве казалось учили. наоборот, что Нет, вот именно отдельные случаи взаимопроникновения, потому что вот даже если посмотреть, у нас там и неандертальские есть гены, да, и, мне казалось, это как раз наоборот отдельные случаи, а в большинстве случаев все-таки сосед, что от него ожидать непонятно, поэтому Нет, лучше чего от него ожидать непонятно. прибить его лучше на всякий случай. Нет, то есть первое, то, что идет, я думаю, здесь такой человеческий стереотип. То есть это крайняя форма конфликта. То есть какая-никакая дипломатия была? Она, конечно, то есть для того, чтобы не получить в первую очередь урон. То есть если я не хочу, конечно, хвастаться, но читаю сейчас про Древнюю Персию, этот Ксеркс, там Саламин и все такое, они там готовились несколько лет. С Греции, чтобы ее напасть. Засылали туда послов, уговаривали одних, подкупали других. То есть не было такого, что все, побежали, все, сейчас ты у меня получишь. Как бы. Тот же Чингисхан собирался свой поход этот на запад, он же, все, пошли завтра как бы. это же цивилизация. То есть вот такие, как бы, я бы... которые более древние племена, мне кажется, из того, что я наблюдал, да, у них были и такие моменты, например, никому не охота, конечно, по голове-то получить. И все-таки был какой-то взаимный интерес. Могло за ресурс быть. Они даже менялись, говорят так, что они это в каком-то месте складывали, мы это выложили, другие пришли, то, что надо, взяли, выложили что-то свое. Да. Причем у индейских племен. Практически. То есть вы еще учтите, что численность населения, она, то есть нас поменьше было, в той же Хакасии. То есть порядка, допустим, даже если брать Хакасию, какой-то период, 20-30 тысяч человек живет во всей этой территории. Но это достаточно не так. То есть это кого там, не знаю, Черногорск расселить по всей Хакасии. Давайте там пока добежишь, чтобы там подраться или договориться, чтобы с кем-то. То есть это целое такое дело. Но тем более организация социально очень на ранних этапах вообще прошла. То есть нет диких как таковых племен. То есть это вопрос, дикие племена – это без социальной организации, а уже на уровне курганного сооружения. Курган строит социально структурированное общество. Разумеется, да. То есть здесь, это уже 5000 лет. Эдуард Николаевич, знаете, под конец эфира хотелось бы, чтобы вы либо развеяли, либо подтвердили миф о полигамности мужчин. Действительно ли древние люди были полигамны? Это провокационный вопрос. Я тут за всех мужчин отвечать никак не могу. Тоже разные культуры. Давайте не за всех, а только за древних. Никак не могу ответить на этот вопрос. Но случаи парных захоронений, в которых присутствует такой романтический флер, я так скажу, он присутствует. То есть все чувства, которые испытывает человек, возникшие на ранних стадиях его формирования, они никак не изменились, существуют, и, я надеюсь, будут существовать. Вот так я отвечу. За всех мужчин. Интересно. А то потом начнут мне высказывать. Что это? Знаете, интересный, банальный, простой, но очень интересный вопрос я прочитал в соцсетях. Была ли любовь в древнее время? Конечно, была. То есть она на уровне фиксируется, привязанность фиксируется уже... биологи тоже далеко ушли. Если кто-то там читает и слушает, то есть элементы привязанности известны и в животном мире, их там бесчетное количество все птижеволки моногамные. Да.
эти взаимоотношения. И То тем есть, более это чувство, оно, конечно, оно связано уже с психикой человека. То есть у То есть древних людей душевным его состоянием. отношения между мужчинами и Конечно, женщинами не сводились чисто к репродуктивной функции. Сразу, причем на самых ранних ее стадиях, как бы. То есть сама по себе эта привязанность психическая, вот это то, что я имею в виду психическая, в смысле душевная, она на самых ранних стадиях, потому что от этого зависит продолжение рода. Дорогие друзья, Эдуард Николаевич, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Сегодня у нас в гостях был начальник археологической экспедиции Национального музея имени Кызласова Эдуард Иргенеков. С Эдуардом Николаевичем мы разговаривали о том, кто были такие древние люди. Мало времени. Мало времени. Какой был древний мужчина? Был ли он враждебный или был мирный? Надеюсь, мы смогли ответить на этот Спасибо вопрос. за интерес. Мне было интересно, как бы. Нам тоже, и нашим радиослушателям, я уверен, тоже было очень интересно. Это была программа «По-мужски». Вели ее Дмитрий Каштанов И Егор Генрих. Друзья. Но мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Всего доброго. По-мужски.